Только за минувшие выходные, провалившись под лед, 1 человек погиб, 1 пропал без вести. Еще 4 человек удалось спасти. Как вести себя, оказавшись зимой в воде, как выбраться на сушу и сколько на это есть времени, спасатели наглядно продемонстрировали Алие Хайрудиновой, что и как необходимо делать. В роли провалившегося профессиональный спасатель. Одет соответственно обстановке, поэтому не мерзнет и совершенно спокоен. Необходимо первый случай – это удержаться на воде, расставив руки, как вот нам демонстрирует спасатель. И затем, самое главное, конечно, удержать, попытаться выйти на лед, в ту сторону, откуда человек пришел. Вот так, упираясь ногами, и занять наиболее площадь на льду. В непредвиденном случае у человека есть примерно 15 минут, чтобы выбраться и переодеться. Иначе переохлаждение может быть фатальным. Поэтому первое, что надо сделать, говорят спасатели, это успокоиться и не паниковать. При этом действовать быстро и решительно. Лучше всего в первую очередь скинуть с себя лишнюю одежду, пуховик, возможно, или какие-то валенки, например, теплые сапоги, чтобы облегчить свой выход из воды. С собой рыбакам советуют брать ручные шипы, чтобы зацепиться за лед и выбраться из воды. И пешню для проверки прочности льда. Ее можно использовать и чтобы вытащить человека из воды. Впрочем, тут подойдет все, что есть под рукой, в том числе и одежда. Главное, не подходить близко к месту провала. Крайне сложная обстановка на водных объектах республики. Сейчас в настоящее время идет процесс ледостава. Если на внутренних водоемах, то есть это озера, внутренние реки, пруды, лед толщиной более 10 сантиметров, то на руслах крупных рек, таких как Волга и Кама, лед еще только образовывается. Поэтому прежде чем выходить на лед, надо убедиться в его безопасности. К слову, за выход на тонкий лед к административной ответственности привлечены уже больше 60 человек. Штраф достигает 2000 рублей.